45 000 участников. Итак, финиш. Стамбульский марафон. 42,2 километра. Я сделал это. Салям алейкум, Усман. Алейкум салям. Рад, что ты к нам приехал. Интересно было узнать, когда ты собрался ехать в Турцию на своей машине. Знаешь, у нас такая мечта у многих моих знакомых, моих близких, такая мечта на машине поехать куда-то. Это, наверное, с детством связана такая история, знаешь, такой роуд-трип, короче, как, знаешь, были популярны фильмы. Давай вот про это сначала поговорим. Вообще, как ты, вообще, почему решили на машине поехать, не на самолете, как вот все обычно летают, то есть быстро раз. То есть изначально твоя цель была это марафонский бег, да? То есть это полный марафон, я так понимаю, да? Да, пробежал полный марафон, Полный 42,2. марафон. Да, про марафон мы еще поговорим, как бы это тоже отдельная тема. Скажи, почему, вообще расскажи, как пришла идея поехать на машине, и кто был с тобой, вот это вот немножко про это расскажи. Ну, ты правильно сказал, да, какая-то детская мечта, юношеский такой авантюризм, максимализм. Ну и просто, знаешь, в 5-й раз за год лететь в Турцию на самолете, ну как-то уже было скучно. Я решил попробовать свои силы, ввязаться в это приключение и поехать в Стамбул на автомобиле. Ну, тем более опыт у меня уже есть езды на дальних расстояниях, в том числе есть опыт езды до Стамбула на автомобиле, обратно на самолете, а это был X2 по сложности туда и обратно. То есть ты до этого уже ездил, да? Да. Был случай, я помогал перегнать машину до Стамбула, и потом я прилетел на самолете. А как ты вот планировал, что там ты с собой брал вообще, как ты рассчитывал на эту поездку? Ну, однозначно в такой далекий путь это должна быть обязательная подготовка и автомобиля, и себя, и каких-то комплектующих, которые вы будете тратить по мере прохождения этого пути. Но самая главная подготовка, наверное, была документальная. Потому что перевести автомобиль из одного государства, учитывая того, что у меня крымская прописка, через Грузию в Турцию и обратно, это целая история. У тебя номера 82 номера? Да, это... Подожди, а ну-ка здесь подробнее. Этот вопрос, который мне, наверное, раз 20 задавали в личке, пока я выкладывал свое путешествие. Нет, 82-й регион в Турцию, в Грузию. 82-й регион в Грузию не пропустят. Потому что грузины, они не признают... Да. Ну, не понимают, что за номера, это Да, не знают. да. А ты поехал на каких номерах? Ну, я решил для этой поездки купить машину. Все. Я поехал на материк. То есть мы так будем разговаривать, да? Нашел автомобиль, подходящий мне по параметрам. Обязательно это должна была быть BMW, потому что я фанат BMW. Экономичная, на механике, потому что я понимал, что там будут серпантины, перевалы горные, и на автомате, ну, такое себе проезжать. Я поэтому нашел на механике экономичную, маленькую, юркую, так скажем, бэху, и потом уже договорился перед покупкой с хозяйкой автомобиля, давайте вы на меня выпишите генеральную доверенность. То есть центр всего этого, для того, чтобы перегнать автомобиль, гражданину Крыма, жителю Крыма нужна доверенность. А дальше за границей я ехал уже просто по красному паспорту. Да, это сложно. Ну, это получается 123 у тебя номера сейчас на Бэхе? Что-то я внимание не обратил. Вообще номер Красноярского края. Я понял. Там хозяйка тоже такая путешественница, она решила приехать и пожить пару лет в тех краях, Сочи, Адлер, чтобы попутешествовать по горам. И вот они там решили продать машину. 124 регион. Я понял. И там, получается, ты берешь машину, да, свои обычные паспорта, там даже загран, да, не нужен? Или нужен загран? Чтобы купить машину? Нет, чтобы пройти все эти границы, все таможни. Нет, все границы проходят только по заграничным паспортам. Нужна доверенность от хозяина автомобиля, ну, либо материковая прописка. То есть это все упрощать, если у вас есть не крымская материковая прописка. А если это вот крымская прописка? Если крымская прописка, хозяин автомобиля должен быть прописан на материке. Я понял. Выписывать генеральную доверенность, ее нужно перевести на английский язык.
апостиль не нужен. То есть апостиль, мне многие говорили, что нужно будет делать апостиль. Мы потратили несколько дней на изучение этого вопроса. Апостиль не нужен. Это просто x2 увеличивает стоимость документов. Обычная доверенность стоит несколько тысяч, перевод на английский язык с заверением нотариуса, и, в принципе, можно выезжать в путь. А смотри, вот получается, ты делаешь доверенность генеральную на какого-то человека. Если вдруг там ты нарушаешь, что-то случается, человек несет за это ответственность? Ну, за границей? Ну да. Да, за границей несет ответственность тот человек, который въехал в страну. Все Например, у меня не было несколько штрафов в Турции, несколько в Грузии, и меня добровольно-принудительно попросили их оплатить при выезде из страны. Ну, это классический прием. Я смотрел блогеров, и они там говорили, что можно ездить как хочешь, там все равно штрафы не записываются, а на границе все равно там большие суммы отдавали штрафов. Ну, когда уже выезжали, получается... Ты знаешь, я не знаю, как они начисляют штрафы. Например, по Турции, ну, все видели в Инстаграме, как я ехал, то есть я же машину вообще не жалел. То есть там, где можно 200, я ехал 200. Там шикарные автобаны. Если бы камеры работали действительно, наверное, все камеры бы я поймал. Но при выезде из Турции в Грузию мне пограничник показывает, у тебя один штраф на 700 лир. Я говорю, ну покажите фото, видео, где это было. Они ничего не показывают, говорят, вон там касса, иди оплачивай. То есть это просто такой сбор получается, Да, да. При этом там были также сограждане, у которых штрафы и по 2600 лир. То есть это намного более такие крупные суммы. Ну, мне кажется, да, это какой-то сбор. А коэффициент час 1 к 4? Да, 1 к 4. То есть да. получается, 2800, да? Да. Угу. А как ты гнал? То есть ты думал, что там тебя могут какие-то камеры сфотографировать? Ну, я предварительно же подготовился. Заложил, да, эти деньги на штраф? Естественно, планирование бюджета было на все, там, включая даже бензин и страховки. Я уточнил до этого у ребят, у которых есть опыт, благо сейчас есть интернет, есть группа в Телеграме, даже есть чаты отдельные границ для тех, кто въезжает, выезжает, то есть вся информация можно узнать там. И мне сказали, что в Турции российские номера камеры не берут, не считывают. Вообще никакие российские, да? Никакие российские. Угу. Поэтому я в этом убедился, когда я ездил туда первый раз, и я в этом убедился, когда я ездил туда во второй раз. Потому что я, как я уже сказал, повторюсь, я машину не жалел. То есть для того, чтобы как можно быстрее перемещаться до точки назначения, гнал как мог. Поэтому я словил все камеры, но почему-то штраф пришел вот только на одну какую-то, они говорят, там, какой-то радар. То есть радар на скорость. А что это был за штраф, мне никто не смог показать. Так тебя полис не останавливал, да, так, чтобы, типа, проверка документов? Останавливало, но как только узнавали, что я банджи, иностранец, пожалуйста, проезжайте. Спрашивали, есть ли в салоне граждане в Турции. Я говорил, что нет, и мы просто проезжали все блокпосты. Ну, там больше были такие посты, как проверка документов, наверное, какие-то судебные дела и так далее, поиск людей. То есть мы им были неинтересны. Да, их больше интересует другое, да, нелегальный трафик какой-то людей, да? А ты говоришь, вот ты заложил все расходы, а как вот ты можешь рассчитать все эти расходы? Там ты гостиницы заранее планировал, вот как вот, допустим, сейчас, если направляешься в Турцию, ты же не можешь карточкой на Airbnb, там, на этом букинге бронировать отели, как ты вот этот маршрут по ходу дела ты бронировал или как? Или у тебя есть там виза, там что-то такое? Ну, старая добрая наличка решает. Чудеса, да, творит? Да. Я всем даю совет, кстати, потому что очень много знакомых, которые ездят, и они там какие-то переводы, золотые короны, там комиссия, а там мне выдали в лирах, а там нету доллара. Идете в ближайший обменник, покупаете там доллары их везде принимают в любой стране, да, просто с бумажными деньгами нужно ехать. Ну, естественно, там соблюдать какие-то рамки ввоза, но не думаю, что кто-то в поездку, в путешествие там, на несколько недель будет вести больше, чем 10 тысяч долларов. На двоих, да? Ну, там, по-моему, по 5, да? Или 10 на каждого? Сейчас, по-моему, на 10 на каждого. Ну, то есть нам можно, да, ехать смело? Абсолютно. Часть. Смотри, я знаешь, почему тебе говорю? Вот у нас такая ситуация была, что я пытался забронировать отель через Booking, и вроде как все забронировал, а когда пришел, мне сказали, что твоя бронь не работает, и тебе просто повезло, что есть места свободные.
А как ты не боялся, что ночью там приедешь в какой-то город, а все занято, там нет гостиниц, ничего такого? То есть нет никакой гарантии, что у тебя точно отель забронирован? Ну, мы и бронировали отели, и заезжали в них просто по ходу пути. Расскажу про бронирование. У меня есть мой лучший друг Тимур Селимшаев, который живет в Ирландии, у него есть карточка. Я просто позвонил к нему и сказал, А, то дай есть мне ты номер своей карточки. хитрил, Я ее короче. забил в Airbnb, и мы пока ехали, там девчонки у нас в салоне выбрали квартиру, которая нам нужна. Он оплатил, а я ему потом деньги перевел. Ну, это идеальный вариант, я же говорю. А То есть, второй вариант, мы едем по трассе, и там, ну, мы чувствуем, там у нас недобор километров до пункта назначения, либо вот мы уже хотим отдохнуть, мы открываем старый добрый Google, смотрим, где ближайшие гостиницы находятся, читаем отзывы, отзывы там, ну, сложно накрутить, действительно, и созваниваемся, потому что у нас есть местная симка, которую можно купить также в ближайшем магазине. Ну, или даже можно звонить через WhatsApp. не, ну у тебя хорошо, что у тебя есть друг с карточкой, который работает. Ну, а если нет, что делать? Так, чисто вот наличка зашел Ну, по старинке. можно даже находясь дома здесь в Крыму, найти этот отель, поискать, найти их в WhatsApp. Сейчас в WhatsApp большинство турецких организаций, фирм, Просто напрямую предприятий, переписываться, да? И попереписываться даже через Google переводчик, если вы не знаете, на английском, на турецком написать им, они ответят. Ну, в принципе, да, согласен. Давай вот с Грузии начнем, да. Вы, получается, остановились перед Грузией, да, то есть с ночевкой, переночевали и поехали в Грузию, или как? Какие у вас были точки вот, остановок? Сколько вообще остановок было? Ну, мы ехали в расслабленном режиме. Сначала мы ехали вдвоем с братом, а наших жен мы отправили поездом, для того, чтобы они максимально были не уставшими. Ну, опять же, можно было этого не делать, но поезд, например, почти до границы, то есть это Пятигорск, это 4 часа до границы с Грузией, с Симферополя стоит, ну, в районе там 2000 рублей. Поезда сейчас комфортные, чистое белье, Wi-Fi. Вот. А пока они ехали в поезде, мы заехали к моим друзьям в Краснодаре, это была первая остановка. На следующий день забрали их по пути в Пятигорске. Следующая остановка была перед границей, город Владикавказ. Мне там очень понравилось. То есть, С ночевкой там были, да? да, да. Краснодар ночевка, Владикавказ ночевка. Там попробовали местной кухни. Мне очень нравятся осетинские пироги. И рано утром мы уже поехали на границу Верхний Ларс. А вот в Владикавказ вы там ночью приехали, да? Ну, вечером, да. Ну, то есть так особо ничего не было видно, вы там не ходили, не гуляли по городу, там просто переночевали, да? Ну, я был в этом городе, жил какое-то время в этом городе, несколько дней, там неделю, может. Там не особо есть что смотреть. Такой серый, полусоветское все. Ну, вот транзитный город, по Да. сути, да, то есть все там остаются перед границей. Да. Потом? Потом мы пересекли Грузию. Грузия, как оказалось, для автомобилиста очень маленькая страна. Ее реально проехать за один световой день. И мы остановились в Батуми. Тоже очень колоритный город, колоритная страна. Мы остановились в отеле, в котором работала девушка с Москвы. У нее там свой бизнес, но она решила отдохнуть и там полгода, годик просто пожить. Ну, в найме, да, работал? Да, она работала в найме. И переночевали в Грузии, и потом мы решили уже ехать в Турцию. То есть на следующее утро, чтобы пересечь границу. То есть Батуми, он находится где-то в минутах 20 езды от границы с Турцией. А вот скажи по ценам, ну просто хочется сориентироваться вообще, да, вдруг кто-то сейчас планирует ехать там в Грузию, к примеру, и так дальше. Вот в среднем какой чек в ресторане, вот в гостинице, где там вы кушали, ужинали, сколько примерно стоит блюдо, вот если сравнивать, допустим, с нашими крымскими, там, симферопольскими, бахчисарайскими ценами, какой примерно порядок цен? Ну, если не говорить про какие-то элитные рестораны, а Не, самые ну, обычные средний, кафешки да, в центре, обычная, да. то на двоих в Грузии это где-то долларов от 30. И Турция, наверное, то же самое. То есть от 30 долларов, но это около там 2,5-3 тысячи, да, примерно Да, вилка? да. Но это ты от говоришь, Да. то есть и дороже. Да, есть рестораны, где вы сможете свободно оставить и 300 долларов. Ну, это понятно. То есть, в принципе, на двоих 2,5-3 тысячи, да? Ну, Да. Так, это Грузия. При планировании бюджета так очень грубо,
я бы рекомендовал планировать где-то $100 на человека, это еда и жилье в день. Мгм. То есть, если там у вас 2 человека, значит $200 Да. в день. Это и жилье, и еда, в принципе, попадает в это. Да. А дорога, бензин попадает, или это отдельная история? Нет, это для тех, кто полетит на самолете. Нахождение, да, просто имеешь в виду? А вот Грузия, она же была как бы дешевая, говорю, там очень дешево, доступно. Там, получается, и тоже цены поднялись, да, подорожали? Ну, если сравнивать в долларах, то не сильно-то и подорожало. В Турции подорожало все по сравнению со всем. Не, ну, Что в может быть, рублях, что в долларах. Вот. А в Грузии, ну, я бы сказал, относительно дешевая. То есть там $50 отель, и там мы очень хорошо кушали в местных ресторанах, там на $50-60 на четверых. Этого хватало с головой. ну да. Не, ну просто мы же не в долларах зарабатываем. Ну, по крайней мере, большая Ну, часть людей. если тема подкаста какая-то международная, то давайте Ну уже да, разговаривать нет, на языке доллар это международной понятно. валюты. Да, это понятно. Это понятная как бы цена. Мгм. Так, ну, в Грузию толком, получается, ты не посмотрели, да? То есть, опять же, это перевалочная Да, база. мы Ночью. планировали посмотреть Грузию на обратном пути. Мгм. Потому что все-таки я ехал на марафон, и мне нужно какое-то количество времени, чем больше, тем лучше, чтобы отдохнуть от поездки, полежать, погулять, просто побегать, потренироваться. И поэтому мы ехали в расслабленном режиме, но не сильно останавливаясь. Мгм. Так, то есть, получается, Грузия была по плану на обратном пути. Но, по-моему, вы на обратном пути уже там не, ну, в Грузии ничего не ходили, да? Ну, мы останавливались там, Ну, тут так, посмотреть, да. мгм, Да. по лайту. Границы. Как вообще пересекал границы? Были проблемы, не были проблемы? Там сколько стояли? Вообще, как там сейчас? Народу много, немного на границах? Ну, раз на раз не попадает, тут я порекомендую воспользоваться чатами границы, потому что бывает такое, что и границы могут закрыть, потому что снег, либо просто перевал закрыли. И бывает такое, что просто мы какие-то проскакивали, а обратно ехали, на них стояли в очереди. Но снега еще не было, да, когда вы ехали? Тепло было. Но мы заезжали из Грузии в Россию в час ночи, шел сильный дождь, а в 5 утра пошел снег. То есть Мы успели, да? проскочили, да. А резина у тебя летняя, соответственно. Мгм. Так. Мгм. Расскажи про Турцию. Вот получается, как вы заехали в Турцию и до Стамбула сколько времени вы ехали? Как мы заехали в Турцию, сколько до Стамбула? Да, там получается, ну она же разная, эта Турция, потому что у нас в основном представление о Турции, ну я говорю про себя и про тех, кто похож на меня, там кто пару раз всего был в Турции, да, и у нас в основном представление о Турции это Стамбул. Ну, понятное дело, то есть мы прилетели в Стамбул и думаем, вот Турция примерно такая. А если ты пересекаешь всю Турцию вдоль, получается, ты видишь разную Турцию. И, соответственно, есть то, что ты там что-то подсмотрел, ну, что-то понял про Турцию, насколько она отличается, может быть, кухней, может быть, людьми, отношениями и так далее. Ну, естественно, отличается. Даже одно и то же блюдо в разных концах Турции не то, что бывает такое, что готовят по-разному, его называют по-разному. Я бы еще добавил, что судить по Стамбулу, Турцию, ну, это не очень хорошее мнение, потому что, ну, Стамбул, он другой. Стамбул это не Турция, то есть это такой туристический Москва, не Россия, да? муравейник, да. Москва не Россия, а Турция, Стамбул это, скорее всего, не Турция. Другие люди живут, то есть мы ехали по побережью Черного моря, то есть это То есть вы север, сверху ехали, по северу. север Турции, там люди более консервативные, более религиозные, то есть нет такого, что тебя хотят обмануть на каждом шагу, как в Стамбуле. Другая кухня, ну какие-то там блюда есть похожие, но другая кухня, другие люди. И, ну и, соответственно, местность. Очень красивейшие пейзажи. А почему это ваше решение было такое, поехать, да, по северу Турции? Или это автобан такой, ну, стандартная дорога? Так дорога ведет, Да? да. А я почему-то думал, видишь, вот я же не ездил, я почему-то думал, что как будто бы логично посередине Турции ехать. Ну, не знаю, такое ощущение было. Нет, так автобан, он дорога в сторону Анкары, с Трабзона, с Ризе, и потом она просто уходит правее на Стамбул. А там не встречали, ну, кафешки крымских татар, там тоже наших много живет. Мы повстречали крымского татарина прямо на границе. Прям заезжаешь,
Там на турецкой границе, ну и на грузинской тоже, пешеходы и водитель проходят отдельно. Мгм. Вот. И меня очень сильно досматривали. Э, Турки уже получается. Турки, да. Как оказалось, пассажиры должны вынести все свои вещи и пойти отнести их на ленту. Да. Ну, мои пассажиры, все 4 вышли, вещи остались, мне пришлось каждую сумочку вытаскивать, показывать, открывать. Да. Вот. А потом мы с ним разговорились, с работником таможни, как оказалось, что у него предки с Крыма. Я у него спросил, откуда, но он уже не помнит, откуда. Ну и стандартная Да, классика. стандартный классический А ответ. язык у тебя есть турецкий? Да? Откуда? Не могу сказать. По умолчанию с Интуитивно, крымско-татарского, да. Так, понял. И после того, как он узнал, что я с Крыма, он просто сложил все вещи в машину, да, не извинился, сказал, пожалуйста, проезжайте. И на обратном пути я встретил опять его. И он мне объяснял, как оплатить штраф. А это не он тебе про штраф сказал? Нет, про штраф сказали в другом окне. Ну вот это, знаешь, интересная штука с нашими крымскими татарами, которые живут в Турции, да, ну, они действительно, многие вообще не знают откуда они, даже многие думают, что они с Дамбруджи, то есть они с Румынии, там где-то там, ну, в общем, оттуда, да, не понимая, что это просто был этап, когда наши крымские татары, получается, передвигались, это просто был один из этапов перед тем, как они попали в Турцию. Ну, вот такая вот история. Хотя есть те, которые знают, которые говорят, там, типа, вот мы там салушты, там, мои предки, там, оттуда. Но это прям редкость. Даже еще удивительно, что немногие говорят, что они крымские татары. То есть, если уже разговор за это заходит, они, может быть, по твоему языку, может быть, по каким-то вещам, они понимают, что ты крымский татарин, и могут спросить, типа, татарамца, да. У меня даже был случай, в прошлом году я жил в Анкаре, и я нарвался на таксиста, который, ну, видимо, решил подзаработать лишних денег и подумал, что я турист. Ну, я и так был там в статусе туриста, но тем не менее я там жил, и мне нужно было взять такси по району, внутри района. Да. И он меня увез в другой район, мы с ним начали разговаривать, я ему говорю, вот ты не туда меня везешь. И разговорились, и, в общем, он узнал, что я с Крыма, он сказал, я сам с Крыма, мои предки с Бахчисарая, он помнил, откуда он. И потом он извинился, он сказал, я подумал, что ты турист, и он вообще с меня не взял денег. Не Салачика, интересно, предки? Не сказал он. Он сказал, что вот с Бахчисарая, у меня предки с Бахчисарая. Я говорю, ну, у меня с Симферополя. Вот. А ты не спросил, почему ты так делаешь? Не до этого было. Но вот ты знаешь, вообще, вот честно говоря, вот таксисты, они реально портят вот этот имидж Турции. Прям очень сильно портят. Потому что вот мы когда были в Турции, да, ну, с семьей, реально каждая поездка оставляла какой-то негативный оттенок. То есть это не важно, с чем связано, но вот это какой-то негатив. И ты потом уже думаешь, так, может быть, не такси, может быть, там метро, может быть, что-то другое. То есть, и вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, что тебя реально хотят обмануть постоянно. Просто вот постоянно. Ну, в Турции сейчас, к сожалению, становится этого все больше и больше. Да, ну, народ И беднеет. не только в такси, да. Народ беднеет, и, соответственно, обман увеличивается. Но люди выживают, хотят жить. Так, хорошо. Значит, получается, по Турции, по Анадолу вот этому, да, сколько у тебя остановок было? Быстро, да, добрались? Я так понимаю, дороги хорошие. Трассы шикарные, да. А виды напоминают крымские вообще? Очень. То есть, как будто зеркально, да? Вот история? прям любой достопримечательность берешь, там какой-то Мангуб. Вот Мангуб, ну только вот до горизонта вот все такое же. Допустим, какой-то городок То заезжаешь, есть, у нас Бахчисарай, пробники здесь, да? да, как будто бы у нас филиалы тех мест. Ну, конечно, Крым роднее. Не, ну это понятно все-таки. Ну да, кстати, тоже у нас вот есть наш друг Хасан, тоже спрашиваем у него, вот на Бахчисарай есть что-то похожее? Он говорит, да, есть, там называют какие-то места. Ну, действительно, похоже. Даже вот я смотрел твои сторисы, там, как передвигались, действительно много чего интересного и похожего. Даже из окна было видно, там, я уже не говорю, там, что остановились. Так, а вообще как вот ехать? Тяжело было или ты уже просто опытный? Ну, могу сказать только из своих самоощущений. Ну, да, Мне я было ж- не тяжело. То есть я Нормально. ехал в легкости, в комфорте. Машина, Аллаха шкур, была подготовлена к этому. Я подготовлен к этому. Трассы шикарные, бензин хороший. Поломок никаких не было. Мы Компания доехали. хорошая. Компания прекрасная, да. Слушали всякие подкасты, в том числе твои. Да, кстати, я обратил внимание, я даже на радостях своей жене показал, говорю, Да? смотри,
То есть вы там что-то говорите, а я такой... А я слышу, ну, у меня же профессионально, я слышу, что голоса что-то похожие, потому что пока смонтируешь, ты как бы уже привыкаешь к этим Много раз голосам. послушаешь. Да, ну, немного раз, но слушаешь. И я обратил внимание, ну, было приятно, чем было. Так, да. Так, что, кофе попьем? Конечно. Как, кстати, с кофеем там в Турции, как дела обстоят? Да, все прекрасно. Пили На кофе? любой вкус, В Джезве пили кофе? да. Так, сейчас будем об этом говорить. Сейчас мы тут, у нас здесь есть шайтан-машина, установка. Мы сейчас будем варить кофе. Так, так. Ты вот эти сладости туда вот положи, этот Усмана, пускай он. Ему как раз полезно сладкое кушать. Слушай, расскажи больше про кофе. Вот просто ты же, получается, не только в Стамбуле были, да, пока ехали. Вот вы въехали в Турцию. Вы кофе видели, что там варят его, предлагают? Ну, у турков больше развитая, конечно, культура чая, Так, по моему мнению, так. того, что я видел. Но при желании найти любой кофе, то есть Starbucks, ну, Starbucks мы не ходили. Ну, это не совсем кофе, как бы, да? Ну, Да, не я та имею в история. виду, да, стили кофе, если Да. его подразделять. То есть Да, хотите в джезве, есть в джезве. Хотите заварной, есть заварной. Хотите на песке, ну, какой хотите, то есть его можно найти. А по вкусу как? Я просто, знаешь, я почему тебя спрашиваю про кофе. Ну, мы вообще, в принципе, ты же сам знаешь, что у нас народ весь пьет кофе, да? И, к примеру, у нас этих проблем нету в плане того, что в любом заведении, в любом кафе есть кофе, без проблем можешь заказать, выпить. Там тоже есть это кофе. Но, знаешь, чем больше ты про это узнаешь и читаешь, понимаешь, что вот в самой культуре народа его нету кофе. Ну, очень мало, по крайней мере. И я вот уверен на 100%, что тот кофе, который есть в Турции, вот, скажем так, в материковой части Турции, да, в основном территории, где пьют кофе, это, скорее всего, какой-то татарлык. То есть это те люди, которые были из Крыма там или откуда-то, вот такая история, понимаешь? У меня прям четкое ощущение, что именно кофейную историю, которая там есть, вот эти вот, это наши люди принесли туда. То есть Однозначно. это, ну вот знаешь, вот такое наблюдение, потому что, ну невозможно, ты не можешь людей обычных заставить что-то делать. Это они, если они пьют чай вот с этими чайниками, да, они пьют чай, все. То есть ты не можешь сказать, вы пьете теперь кофе. Поэтому кто пьет кофе, они пьют кофе. И пьют не один год и не одно десятилетие, правильно? Ну, вот такая логика, знаешь, это тоже интересный момент. И когда начинаешь за этим наблюдать, эти вещи все чаще начинают проявляться. Вот мы когда в Стамбуле, ну, опять же, да, может быть, не очень хороший пример, в Стамбуле тоже пытались там найти нормальный кофе, ну, просто его нету, нету кофе, хорошего кофе нету. Надо было искать, вы не искали. Ну, я не спорю. Вот. Поэтому как вот. Ну, в таких случаях можно пачку кофе взять с собой в чемодан, положить Так и было, да, и варить. так и было. Мы когда были в Турции, мы, знаешь, ну, кофе же хочется выпить, а как бы нигде нету. В супермаркете пошли, купили вот этот вот электрический заварник с водой, просто запарили, короче, кофе и почувствовали себя, короче, ну, лучше, скажем так. Все-таки это такая сильнейшая привычка, да, пищевая. А тебе она не мешает кофе вообще там, к бегу, там, спортивным твоим вещам? Давление не поднимается? Кофе нет. Нет? Абсолютно Как машина, привык, да. По несколько чашек кофе в день пьем, ну, как и все, большинство. А ты вот знаешь, ты говоришь, что ты в Турции был 5 раз, да? Это за год последний. За год. Да, Ну, я как там бы был это- очень много раз. Это немало. И получается, значит, ты наблюдаешь за вот этими ценами, да, что происходит в Турции. Расскажи немножко про это. Ты ощутил на себе, вот, насколько цены поднимаются, как все меняется, вообще, может быть, среди людей там что-то меняется? Да, люди, опять же, в туристических местах, как я уже сказал, больше стало обманов, потому что людям тяжелее заработать честным трудом деньги. Вот, а цены меняются буквально на глазах. То есть то, что было, даже не то, что в прошлом году, бывало такое, что билет на паром дорожал каждые там 3 дня. Ну, слушай, билет на паром это прям какие-то глобальные вещи. Ну, то есть это же
муниципалитет, это же государственная Да. история. То есть и это тоже дорожало Да. быстро, да? А вот есть такое понятие, я как бы его ввел, я извиняюсь, может кто-то раньше это сделал. Вот индекс мерджимек шурба. А вот сколько сейчас стоит этот суп мерджимек? Как индекс стандартной самсы у нас в Крыму, Ну, да? да, да. Ну, согласись, что это индекс. Вот, допустим, я когда... Ну, мы 3 недели всего были в Стамбуле, как туристы. Ты знаешь, это прям без проблем, в общем, работала эта система. Ты, короче, вот так приходишь, как это кафешка, да, и меню на улице стоит. Вот ты смотришь, допустим, там 20 лир, значит, цены нормальные. Если там 60 лир, значит, цены вот примерно в 2-3 раза дороже обычных цен. Ты знаешь, я бы Сколько не щас использовал индекс мерджимек шурба как индекс ценовой политики этого кафе. Потому что чуть-чуть разбираясь в предпринимательстве, я понимаю, что мерджимек шурба Замануха? это лид-магнит. Да, да. Просто чтобы человек, ага, мерджимек шурба, ну что там его приготовить? Может быть, его там вообще в Турции в некоторых кафешках из порошка готовят. Я не удивлюсь, что это так. Не разбивай нам сердце. Потому что я люблю мерджимек Поэтому шурба. я сам люблю мерджимек шурба. Не, Ведь подожди, это исконно хорошо. крымско-татарский суп. Так, подожди, давай мы с кофем разберемся. Ну смотри, почему ты говоришь, что это лиды? Ну понятно, что это лиды, но это же отображает ситуацию. Если у тебя в кафе 60 лир стоит, ну это опять же цены старые, сейчас уже таких цен нету. Вот мы когда ходили, да, самый дешевый суп это был 14 лир. Мы суперскую кафешку нашли, там было вкусно и реально дешево, 14 лир. И самая дорогая это было 60 лир. И там реально другие цены тоже были намного дороже. То есть те же там куфтешки, там что-то, тут может быть 70, там 200 лир. То есть прям вот такой разброс. Ну, как мне казалось, что это работает. Ну, может быть, в большей степени работает, но опять же, я видел и другое. Не, То есть, когда ты видишь, что там мерджимек шурба 60, а кюфтешки по 500. Чувствуется обида в голосе. Вообще не стоит доверять ценам на вывеске в любой стране О, мира. кстати, слушай, это реально так. Мы, короче, ну, у нас такой прикол был. В общем, мы поехали кататься на пароме. Естественно, мы не разобрались в том, как он плавает. И высадились на каком-то богатом берегу, короче. То есть этот берег такой, знаешь, относительно пустынный, нелюдный. И решили зайти в кафешку. А кафешка прямо вот так вот на море. Вот море и вот кафешка. Взяли меню, а в меню там оно цены нацарапанные, короче, она выцвевшая, вообще непонятная. То есть, ну, то есть ты не знаешь, что как. Цены, посмотрели, ну, вроде дешевые цены, это понятно. Заказали фри, вот эти вот, килька в кляре, я не знаю, как у них называется. И цена была такая, что как будто мы в ресторане посидели, если честно. Ну все, и он на голубом глазу приносит вот такой вот кусочек, листочек бумажки, на котором написана вот эта вот цена, короче, понял? То есть не чек, не От руки. фактура, от руки. Ну, естественно, это классика от руки. И все, вот ты платишь и идешь дальше, то есть, ну, без проблем. Это к тому, что не стоит доверять ценам, как бы, да, там, то, что написано на улице. Так и что, сколько сейчас стоит мерджимек шурба? Ты на главный вопрос не ответил. Сколько денег нам готовить для этого мероприятия? Да чем больше денег, тем лучше. Не, ну ты... А чтобы не попадать в такие Подожди, ситуации, нужно читать отзывы. Простые люди нас тоже смотрят. Ты, Осман, давай нормально, не газуй. Ну вот этот, сейчас сколько стоит вот порция? Ты заказывал? Не помнишь? 70 лир? Это да, минимально. 70 да? лир. Вот, видишь? Вот. Теперь смотри, 70 лир, если минимально придорожно, а мы кушали за 20, вот тебе и 2,5 раза подорожание цен. Все, это индекс работает четко. Ты зря пренебрегаешь этому индексу. А в среднем сейчас что по цене? Ну, как там вот в среднем цене? Я просто, когда варю кофе, у меня немножко мысли путаться начинают, потому что тут надо жонглировать быстро. Ну, как я сказал, то есть рассчитывайте где-то вот $30 на двоих покушать. Этого хватит. Тем более, учитывая, что с каждым днем у нас не было такого, чтобы мы 2 дня подряд по одинаковому курсу доллара меняли. То есть все время больше, выгодно Все получается время, находиться. все время нам давали больше турецких лир за $100. Так это получается выгодно, слушай, с долларами приезжать и там сидишь. Да, да. Поэтому я говорю, берите с собой обычные бумажные деньги туда. А сейчас, вот ты когда уезжал, сколько стоило этот $100 в лирах? 2900, да, почти? Да, 2... Ну, приближалось Так, к идем 2900. А мы когда были, у нас 1700 было.
Мгм. То есть я менял по 1800. Я застал времена, по-моему, еще по 600. Ну я хотел сказать по 1000, хотел тебя опередить, не получилось. Так, Берехове, Лейла, давай кофе возьми, пожалуйста. Прям вот с подносом возьми этот. И там у себя можешь поставить, наверное, как-то. Вот тут 2 чашки кофе есть. В общем, давайте вы там разберетесь, там, спички потянете. Тут озеро любви, осторожно там. Ага, давай, Сава. Ну, по $30, в принципе, нормально, как бы, да, ну, относительно не так дорого, да, можно находиться. Ну да, то есть вот тот факт, что у тебя постоянно уходят деньги, то есть, ну, там, куда ни пойдешь, там везде нужно платить, ну, это понятное дело, да? Что об этом Ну, говорить? естественно, мы же... Мы же не дома. Да, мы не дома, Нельзя во-первых. к тебе Во-первых, зайти, да? мы в туристической поездке, и, естественно, тот, кто планирует эту поездку, наверное, он на нее копит, либо не копит, ну, с каким-то капиталом туда приезжает с намерением это все потратить. Единственное, что можно уберечься от каких-то разводил, Да. это читать отзывы на Гугле, это посмотреть просто в Ютубе, какие бывают варианты разводов, самые популярные, не самые популярные, и просто, чтобы не попасть в просак. Бери кофе. Смотри, если брать в расчет, вот вас было 4 человека в машине, да? Да. Если взять в расчет, что вы летите на самолете и едете на машине, сколько ушло денег у тебя на бензин, вот эти вот машины? Выгоднее на машине ехать или на самолете выгоднее? Ну, с поездом, естественно. Ну, смотри, смотря в каком формате ехать на машине. То Ну, в есть, твоем если формате. ехать просто как перегонка автомобиля и нигде не То есть останавливаться. экономить жестко, да? Да, экономить, не останавливаться в гостишках. Мы же там зашли, покушали, там Да. поели, там остановились, Ну да. там на заправке какие-то кофе, чай попили, сладости. Вот. Если этого всего нет, то, учитывая цены на самолеты, дешевле на автомобиле. То есть ты тратишься просто на перегон автомобиля, на бензин, и там, ну, страховка в Грузии, страховка в Турции автомобиля. Это обязательные Недорого расходы. стоит. 1600 рублей мне обошлась страховка по Грузии на 30 дней. И на 30 дней в Турции $50. Мгм. Ну, я думаю, что никто не сможет в туристической поездке ехать на машине, просто вот так вот сверлить прямо. Захочется остановиться, в какой-нибудь отель, там, ну, отдохнуть. То есть это, скорее всего, вот твоя поездка, скорее всего, она так и бывает у всех людей. Мгм. Потому что, ну, так сесть за руль и просто сверлить уже до конца, я думаю, что мало кто так выдерживает, правильно? Поэтому, скорее всего, если едешь на машине, ты должен закладывать вот эти все остановки Да. обязательные. То есть, и если так ехать потихоньку, как ты ехал ты, то получается дороже на машине, да? Однозначно дороже на машине, да. На самолете, ну, на машине это как приключение. То есть мы были Да, я готовы. понимаю, я понимаю. Мы знали, на что мы идем, риски. Мы до последнего думали, что нас в Грузию не пустят. Может быть, в Турцию не пустят как или не ты- запустят обратно. как Мы были ты- готовы полететь на то самолете. есть кидаете машину на Да, мы самолет. просто оставляем машину на границе, ближайший аэропорт и летим все-таки в Стамбул. Ну да, у тебя же квота была, то есть ты же не мог там не побежать, Да. ну, условно говоря. Не, это понятно, что на машине, естественно, будет дороже, и понятное дело, что ты когда выбираешь между этими вариантами, это принципиально два разных варианта. Просто я думаю, что, знаешь, если, может быть, набиться в машину там четвером, там взять с собой какую-то еду, там, ну, условно, Мгм. да, не будет ли это там как-то дешевле, как-то Ну, проще? я же говорю, если ехать по-студенчески, Пожескочу, да? по-экономному, Да. то да, М, то это будет дешевле. м. Да. Намного причем дешевле, чем лететь на самолете. А ты вот узнавал, сколько самолет стоил перелет, когда ты вот, когда вы ехали, планировали? Ну, примерно в эти даты. Ну, билеты сейчас стандартные. В Турцию, по-моему, в районе там, 20 тысяч рублей туда-обратно на одного. Мгм. Ну, то есть нам даже... Это минимальная цена. То есть было такое, что и до 30, до 40. Ну, есть всякие сайты, агрегаторы, где можно Да, да. подписаться и смотреть билеты. Смотреть, мгм. То есть цены повышались и до 50 тысяч на одного туда-обратно. Ну, Да. нормальная цена 20. То есть если ниже увидите цену, то берите, вы поймали, так сказать, То есть удачу. меньше 20 не бывает, да, сейчас? Бывает, какие-то акции, какие-то билеты простреливают, но в среднем цена 20 тысяч. Вот даже на четверых, то есть получается уже 80 тысяч туда-обратно. Мгм. Ну да, как будто бы существенно. Но еще же есть, ну да, все понятно.
Давай теперь поговорим про это событие. Вообще интересно. Ты знаешь, вот я когда узнал, что ты бегаешь, да, что там, я еще помню, Тима мне как-то говорил, что он с тобой планировал поехать на марафон. Мгм. Я не знаю, насколько он планировал сам бежать его, но то, что он хотел с тобой поехать, это, по-моему, даже до пандемии было. Это, по-моему, вот вы как раз на пандемию попали, и отменилась из-за этого поездка. По-моему, что-то такое было. Мгм. Могу путать, там, как бы, Тима мне рассказывал. Но я, знаешь, я с тех пор как бы об этом думаю и смотрел, и казахских ребят смотрел, там тоже есть такая история, что там марафон, Ironman, то есть я за этим наблюдаю, это очень интересно. И для меня всегда был такой вопрос, то есть вот для чего? Ты можешь вот объяснить, для чего ты бежишь марафон? Для себя. Я так понимаю, это у тебя уже 5-й марафон был. А, Да, в своей жизни в своей жизни я пробежал 5 марафонов. Это 5-й марафон. А где, в каких местах ты бегал? Ну, 3 в Стамбуле и 2 в Крыму. А в Стамбуле в одном месте, да, вот тут? По Стамбульский мосту? марафон, По да. мосту. Мгм. Для чего? То есть, для себя как? Ты просто вот я пробежал, все, вот я... Ну, самый первый это было, наверное, просто интерес, смогу ли я вообще финишировать эту дистанцию. Да, Дистанция огромная, да. нужно правильно силы распределить. Очень сложная дистанция. Турецкий марафон, стамбульский марафон считается одним из самых сложных в мире из-за особенностей трассы. Очень Там же большой холмы угол вот эти подъема, вот. да. Ну, рваная трасса, там и развороты есть, и сложно держать один темп. А последние 2 километра вообще такой подъем крутой через парк к Гульхане. Мы знаем этот парк. Вот. Мы уже тоже как бы ориентировались. Вот, финиш на Султан Ахмед, и последние 2 Ну, километра это подъем жестко, идет. это жестко, да. Там просто пешком идешь, То есть устаешь. первый марафон это было просто испытание себя. Смогу ли я дойти до А финиша? он был в Симферополе или в Стамбуле первый марафон? Мой самый первый в Стамбуле. Ну, То есть он же- самый первый я пробежал просто потестировать себя, я его пробежал на беговой дорожке. Сам, да? То Да, есть встал и просто, побежал. просто смогу ли я пробежать такое количество километров и времени, что Да. со мной будет. Да. И потом следующий уже был в Стамбуле. То есть самый жесткий сразу и в Стамбул Да. ты побежал. Мгм. А как вот, скажи, как это происходит процедура? Вот ты решил пробежать марафон. Тебе нужно какую-то квоту, да, там, как-то это место, сколько это стоит вообще? Это же не бесплатно, там, это же не так, что, так, все желающие, кто хочет, тот, давайте бегите марафон. Как вот ты это подаешься? Стамбульский марафон, он один из немногих, который открыт любому человеку. Бесплатно. Нет, платно. А, То есть есть, например, бостонский марафон, берлинский, с которым я планирую участвовать. Там нельзя просто обычному человеку там поучаствовать. То есть у квалификация тебя должна быть. должна быть квалификация. Стамбульский марафон, есть сайт стамбульского марафона, есть также сайты-агрегаторы, которые продают билеты на марафоны. Ну, я делал это через сайт стамбульского марафона. Опять же, нужна карточка иностранного какого-то банка. И в зависимости от того, когда ты покупаешь слот, то есть билет на марафон называется слот. В зависимости от времени, чем раньше, тем он дешевле. Сколько стоит? Последняя цена 120 евро. А ты покупал? По 120 евро. То есть ты решал в последний момент? Да. Мгм. Ну, времена меняются, я Да, понятно. чтобы зря не купить. То есть я То есть покупал практически в августе, в конце августа. Потом где-то за месяц до марафона продажи закрывают, и все. Потом только возможного перекупов под другим именем. Я понял. Так, вот ты купил эту квоту. Теперь тебя как-то контролируют, ты приедешь, не приедешь, там как-то проверяется, какие-то списки, там тебе как-то кто-то пишет, или ты просто по факту являешься вот на этот Да, старт. да. Пришел на старт, говоришь, Нет, мое имя, фамилия. перед этим проходит большая выставка в экспоцентре, Да, где тебе нужно получить стартовый набор. да. Это на любых спортивных соревнованиях. Она идет за 3 дня до старта, то есть сама выставка проходит 3 дня. Огромный павильон в экспоцентре, выставляются мировые фирмы в области спорта. Там можно подобрать кроссовки, какое-то бронирование спортивное Как понять, подобрать кроссовки? себе купить. То есть Ну, они да, продаются? да. А ты в чем бежал? Я в Найках. Ну, то есть это специальные какие-то, или ты просто так тебе удобно, ты побежал? Да, я себе подбирал. Ну, я еще с прошлого года. Я купил себе кроссовки, я в них только бегаю. Только для бега? Да, да. Мгм.
Вот. И на этой выставке вы получаете стартовый номер, там всякие мероприятия, развлекухи, какие-то приглашения на другие марафоны. Сразу Можно же, там, да? да, получить. И с этим стартовым номером уже нужно идти на старт. Мгм. Так, ты, получается, вот в этом списке тебя проверяют, да, ты так как-то фиксируешься, что ты Да. побежишь, то есть вот эта процедура происходит. Потом, вот ты, получается, стартуешь, все вместе стартуют, да? Это все толпой? Вот это? Нет, ну, в этот же день проводится несколько мероприятий, то есть, так скажем, забег для людей с ограниченными возможностями. Потом в этом году не было, а в прошлых годах было на роликах дистанцию, там была целая На команда роликах? спортсменов. Да, А на где они на роликах. роликах? Там же везде брусчатка. Нет, там по асфальту. Ну, то есть вот по вот этим вот, да, Да, по да. трассам. По вот, типа. маршруту марафона на роликах. Ну, Мгм. там спортивные ролики. Да, да. И потом уже стартуют непосредственно бегуны. И в этом году сделали еще, ну, всегда у крупных мероприятий, я, кстати скажу, у крупных марафонов есть, так скажем, дистанция «Спутник». То есть в Стамбуле проводится марафон в ноябре, 42 километра, и дистанция «Спутник» 15 километров. То есть тот, кто хочет пробежать для себя, для души, 15-километровая дистанция, пожалуйста. А медали они ничего не получают? Получает медаль финишера, но медаль финишера 15 километров. А, я понял. Мгм. Ну, это как будто бы тоже немало, 15 километров. Ну, скажем так, я понимаю, что для тебя это уже не так много, но вот так ты возьми обычного Обычная человека. тренировка. Ну, смотри, чтобы ты понимал уровень, ну, как бы пропасть между нами, да, я, когда немножко вес как бы сбросил, да, я один стадион, один круг пробежал без остановки. То есть это 400 метров. Мгм. Ну, то есть ты понимаешь, да, разницу? Поэтому 15 километров как будто бы это немало тоже. Да, это немало. То есть я состою также в чатах стамбульского марафона, и там прям люди гордились, очень много людей гордились, кто только начинает бегом заниматься, что 15-километровая дистанция на стамбульском марафоне – это достижение. Ну, это действительно, да, У достижение. тебя там смайлики есть, там, ну, типа, надменные такие? Нет, нет. Не, ну это Потому вообще, что это круто вообще, это очень путь интересно. марафона у меня тоже начался с 15 километров. А, то есть ты не сразу, да? Ну, Невозможно сразу. ну вот, кстати, вот про это невозможно. Расскажи, я как бы читал книгу одного чувака, он такой огромный, я сейчас его имя не помню, чернокожий, он этот Iron Man прошел, ну такой, знаешь, машина огромная. И вот он в этой книге писал про то, вот твои состояния, там, принятие, гнев, отторжение, там, все, вот ты все эти эмоциональные состояния проходишь. У тебя как вообще происходит? То есть ты встал, побежал, да? Ну, это же, во-первых, сколько времени ты бежишь, сколько там часов эта дистанция преодолевает, за сколько часов ты пробегаешь? Ну, в этом году я пробежал за 3 часа 59 минут. А вообще? Ну, ты побил свой рекорд, я видел, ты написал. Да, да, А личник. обычно сколько ты пробегал? Ну, прошлый мой марафон 4:17. Ну, как будто бы существенно тоже, 20 минут, да, почти разница? Да. 20 минут. И как вот ты бежишь? Это же, ну, 3 часа просто бежишь. Это же ужас какой-то. Ну, правильное распределение сил и физических, и моральных, питание на марафоне. То есть каждые там 7 километров я кушал. Прям на бегу. Да, ну есть А для останавливаться бегунов. нельзя? Да, можно, в принципе, там нет такого, что А, можно кто-то остановиться? следит за тобой, да. Слушай, а я в этот момент что-то не подумал. Что, можно же и постоять, отдохнуть, по идее. Ну, можно и домой поехать. А есть ограничения? Тем более в этом году я пробегал вообще прям под окнами своей квартиры, которая в Стамбуле. А есть ограничения по времени, то есть в которые ты должен уложиться? Да, да. Сколько часов? 6? 6. В этом году 6. По-моему, там облегчили. А Там обычно? дается чип того, что еще в нашей спорт, так скажем, тусовке в Крыму еще я ни разу не видел за несколько лет. Там дается чип в стартовом наборе, его нужно потом сдать после марафона, его нужно обязательно завязать в шнурки, и Я там как понял. бесконтактная Ну, это оплата. Вот GPS-трекер, по сути, да? он не через GPS работает примерно вот как мы карточками в магазине оплачиваем. Да. И там Тыкнул. по трассе каждые сколько-то километров расстелены ковры, Чекпоинт. да, чекпоинты. Ты их проходишь, и там Ну, есть... чтобы ты на машине не проехал, условно говоря. Да, чтобы ты не срезал где-то, потому что там большой кусок трассы, можно просто вот перейти через дорогу, и ты там пробежал условно 15 километров плюс. Мгм. То есть они это все контролируют. Это, По-моему, это первый километр, нововведение, да? это всегда так было. А, ну, как будто бы логично, слушай, ну.
Не Потому что за у каждым нас, же у нас в Крыму стоят судьи, там целых десятки бывают, или по несколько. кто или- смотрит, да? Да, кто прям смотрит, чтобы никто нигде не сократил, волонтеры. Вот, а это уже все электронно. То есть никакого жульничества. Так, и что ты кушаешь, пока бежишь? У тебя оно с собой, в рюкзаке где-то у тебя или как? Поясная сумка. То есть с собой, да? Да, марафон не предполагает, чтобы мы бегали с рюкзаками. Это тяжело все-таки. Ну Там да. выкладываешь на скорость. Поясная сумка, в которой телефончик, наушники. И кушаю я энергетические гели. То есть похоже на еду для космонавтов. Космонавта, да. Да, потому что жевать там бутерброд или гречневую кашу не получится на ходу. А это он безводный, открываешь, То есть можно просто выдавить. да, выдавил, и там большое содержание углеводов. В каких-то есть, добавляют еще кофеин, в какую-то соль Ну, добавляют. стимулятор, да, Да. небольшой. Мгм. И вот этим мы питаемся. на А марафоне. перед марафоном у тебя есть там какая-то диета, там что-то там, сон, я не знаю, там кофе пить, не пить, вот эту вот жидкость, как ты восполняешь? Ты, получается, по мере, пока бежишь, там по ходу пути есть вода, да, то есть, которую ты можешь взять, попить, то есть это все предусмотрено. Да, в этом хочется сказать просто спасибо организаторам, что проблем с этим нет. То есть каждый километр стоят столики, волонтеры, тебе подают воду. В прошлых годах еще Red Bull подавали, но турки отказались от Red Bull Санкции? в связи с Палестиной и Ну они же Израилем. вообще Да. там много брендов отменяли, Да, да, да? да. Ну, Турки это в том числе из-за бойкотируют этого. Макдональдс, Red Starbucks. Bull, Coca-Cola, Starbucks. Все это турки бойкотируют. Мгм. Прямо и по всему городу развешаны наклейки, что вот. Прям вообще отменяют жестко, да? Ну, сами турки не ходят. То есть Ну, я да. специально заглядывал в каждый Starbucks, Макдональдс, они, как всегда, полные, но при этом, если ты поговоришь с турком, то они туда не ходят. Ну, местные, да? Да. Местные. Ну, да. Ну и, в общем, по ходу движения в трассы ты бежишь, есть пункты питания, там яблочки нарезаны, бананы. Это бесплатно. Эти гели дают, да, это бесплатно. А И- не было и такого, воду. что ты больше гелей берешь? Ну, Не, там, ну, пожалуйста, а куда, зачем? не, ну я же не знаю. Может, ты немножко больше кушаешь, чем Они обычно. в Спортпит в Турции стоят намного дешевле, чем у нас. М. То есть там действительно хороший гель стоит 20 лир, это на наши деньги 100 рублей. Здесь он стоит 300 рублей. Ну, даже 80 рублей, да, получается? Если на 4. Да, 80 рублей. Ну, там 20-25 они стоят, поэтому просто я запомнил, что 100 рублей. Это самый дорогой был 25 лир. А у нас такого среднего качества это 300 рублей. А по вкусу это что там? Это... Они с разными вкусами, но когда ты бежишь, тебе абсолютно уже все равно на все вкусы. А нельзя вот на голоде пробежать? Потому что дистанция же небольшая. То есть 3,5 часа, 4 часа, это же как будто бы немного. Или именно энергетическая нужна поддержка? Да, углеводная поддержка нужна. Мгм. Ну, есть какие-то профессиональные спортсмены, которые На характер. кушают, да, не так, как и каждые 7 километров, а, допустим, каждые 10 километров. Ну, это Или, уже допустим, человек. каждые 15. А вот скажи, вот диета до старта, что ты делаешь там, сон, что-то, может, ты кушаешь специальное, как... Это же, слушай, ну это же как будто уже как спорт считается, да? То есть это же спортсмены бегут, обычный человек же не пробежит марафон. А почему не спорт? Конечно, Ну, спорт. спорт. Да. За 2 недели до у меня была двухмесячная диета с высоким содержанием белка, с низким содержанием жира, ну и калорий, естественно, поменьше. За 2 недели все диеты прекратились, и где-то дня за 4 была такая у меня углеводная загрузка. То есть, чтобы у меня было топливо. По макаронам, что ли? Да, Что? макароны, там рыба, какие-то крупы. И вот, ну это все спортсмены так кушают. А ты сам в этом разбираешься? Или есть какая-то федерация, там чат, я не знаю, как ты вот в это погружаешься? Ну, мой тренер, он в том числе и диетолог, А, он у мне тебя тренер прописывал, есть? да. Просто, видишь, мы про тренера же ничего не Да, сказали. я занимался с 2 тренерами в Вот. этом году, чтобы подготовиться и побить личный рекорд. Вот. Я же про это. Расскажи тогда, давай немножко про это тоже скажи. Как это выглядит? То есть они тебе составляют рацион, исходя из твоих данных, Да. да? Один тренер меня тренировал непосредственно в зале, то есть это была общая физическая подготовка, сгонка веса и диеты. И второй тренер тренировала меня специально на стадионе, то есть это были
уже непосредственно специальные беговые упражнения и беговые тренировки. А тебя учат, как там правильно стопу ставить, туда, как бежать правильно? Ну, в самом начале бега, в самом начале пути бегового, да, этому учат. Ну, у нас уже, Ну да, да, понятно, можно что- сказать, в первом классе, да, учат. Да. От постановки стопы очень много зависит. Но я сначала тренировался сам. То есть первый свой марафон я пробежал без тренера. Я даже не знал, что у нас в Крыму есть тренер по бегу. Мгм. И потом уже, когда я финишировал свой первый марафон, я уже начал активно искать тренера, и в Симферополе вот на стадионе «Фиолент» нашел их даже несколько. А вот эти травмы, там какие-то бывают вообще травмы? Все-таки огромная нагрузка там на суставы, на то, на то. У тебя были какие-то проблемы с ногами, там, со здоровьем? В начале этого года у меня была травма, я потянул сухожилие, и я где-то месяца на 3 выпал из бега. Ну, ногу, да, Да, повредил? да. Мгм. А как ты повредил? Ну, скорее всего, неправильно делал упражнения. Мгм. То есть можно просто по неосторожности повредить сухожилие и выпасть на столько времени, Да. да? Мгм. А расскажи вот просто базово для тех, кто бегает вообще, как правильно бежать? Ну, потому что в интернете смотришь, там, кто говорит, там, с пятки на носок, кто говорит, с носка на пятку, то есть там тоже какая-то неразбериха происходит. Есть какие-то базовые правила при беге? Мгм. Э, На этот вопрос, когда меня спрашивают, как правильно ногу ставить, как правильно дышать, я всегда отвечаю так, что дышите и бегите так, как вам комфортно. Да. То есть, если у вас после бега болят ноги, болят колени, то, соответственно, естественно, у вас техники нет бега. Для того, чтобы она появилась, нужно как минимум хотя бы 3, 4, 5 видео в Ютубе посмотреть, как я и учился. Я учился сначала по Ютубу, я ставил сам себе технику, как ставить ногу и так далее. А потом уже техника вырабатывается с годами, там, с десятками, с сотнями километров, с пятки, с носка и так далее. Это вырабатывается с годами в зависимости от того, в каком стиле вы бежите, какие расстояния. То есть 100 метров пробежать там, и 40 километров пробежать – это разные стили бега. Ну, понятно, да. А вот ты когда вообще вот решил побежать хотя бы этот 15 километров, это полумарафон называется или это как-то по-другому называется? 15 километров расстояние, как называется? 15 километров, просто 15 Просто километров, 15 да. километров. А полумарафон, соответственно, 21, да, Мгм. половинка. Вот твои стартовые базовые параметры какие были? Сколько ты вот просто бежал на старте? Ну, смотри, чтобы ты понял мой вопрос, если, допустим, я беру сейчас человека из толпы вытаскиваю Мгм. и говорю, так, давай ты начинаешь бегать. И вот он начинает бегать, он там может пробежать там 1,5 километра, и все, больше не можешь дальше. Вот твои стартовые параметры какие были? Сколько ты изначально бегал? Изначально до того, как я начал плотно бегом заниматься, я иногда для души бегал, иногда это были только в теплые сезоны, то есть зимой и там жарким летом я не бегал. И я никогда не бегал больше 10 километров. Так это же много, 10 километров. То есть у тебя база была такая 10-километровая? Да. Ну, 10 километров может пробежать любой. До сейчас. Не, это много, я уверен. Тут, знаешь, даже есть такая статистика, я скачивал приложение, Мгм. и в этом приложении сказано, что если вы больше там, по-моему, 1,5 километра пробегаете, вы пробегаете больше, чем там 95% населения Земли. Что-то такое Мгм. было. То есть страшно, вы какие-то, хотя 1,5 километра, ну, по сути, это очень мало. А ты говоришь 10 километров, это много 10 километров. Мне кажется, что ты здесь немножко переоцениваешь, людей переоцениваешь. Ну, может быть. Давай посмотрим медали. Что там у тебя за награда? Там целый мешок? Так, ну вот, ну-ка. А, вот так, да. Да, я вас неправильно читал. Так, ага, это 21 год, да? А они, получается, каждый раз разные медали, да, дают? Да, да. То есть вот ты, получается, пробежал, здесь, по идее, фиксируется твое время забега, да? Да. Там, за сколько ты пробежал? Вот ты в 21 году за 4:35 пробежал. Да. А это свежая медаль какая? Самое свежее, ну, наверное, вот, по-моему, она. Я так понимаю, что у тебя вот все эти медали у тебя с тех Вот пор, самое как ты свежее. начал бегать, да? Слушай, ну прикольно, круто смотрится. Так, и вот. Ну, прикольно было бы, если бы она именная была бы еще. У тебя же имя заранее узнают. Так, это получается 4:17. Ну, прогресс на лицо, как бы, да?
А кто самый лучший результат был? Там были профессиональные бегуны, да, тоже? Да. Какой был самый быстрый результат? Ну, в этом году из-за жары самый быстрый результат он был не очень Ну, вообще аномально высоким, жарко да. было, да, в ноябре? Да, 28 градусов было. А когда бежишь, это еще плюс 10 градусов. Самый быстрый результат 2:10. 2:10? Да. Ничего себе машина, блин. Ну, чемпионы мира. Ты 2:10, это даже если просто поделить это время, то есть это просто человек быстро бежит все это время. Да. А кто это был, с каких стран? Каждый год побеждают кенийцы Как- и эфиопцы. Ну, понятно. То есть они просто там дома бегали, да, и прибежали сюда. Ну, не совсем так. Это стереотип Ну, отчасти я- правильный, да. Но они лет с 6-7 только и делают, что тренируются, бегают по 2-3 раза в день, кушают и спят. Все, вот их путь в профессиональный бег. Не, ну у них это генетическая история, это совершенно точно. То есть они на на выносливости, они самые жесткие. А смотри, помимо этих бегов, это же не оплачивается никак. Как Нет. люди зарабатывают деньги, если они только бегом занимаются? Ну, те, кто занимается этим профессионально, для кого бег это профессия, им платят, во-первых, за спонсорство, Мгм. и, во-вторых, за победы. То есть предусмотрен призовой фонд. Даже в стамбульском марафоне там есть призовой фонд за первое, второе, третье А, место. серьезно? Да. И что там? Не скажу точно, но там сумма измеряется в десятках тысяч долларов. Серьезно? Да, То есть за первое место там больше 10 тысяч было? да. Ну, это серьезно как будто бы, да? Ну да, в принципе, если ты в Африке где-нибудь живешь, ну, десятка немало. А можно же гастролировать по всем этим марафонам. Они проводятся часто. А ты не думал вот про этот Iron Man? Думал. И чё? Уже Как велик? год думаю об этом. Ну, это прям вообще жесткая тема, да? Но это жестко, да, нужно к этому прийти. Ну и плюс Они же марафон тоже бегут, правильно? Да. Полноценный марафон. То есть у них там по воде 2 километра, да, или 3 километра? 6. 6 километров по Да, воде. 6 проплыть, На велике. 180 на велосипеде и Вообще. 42 пробежать. Вообще ужас. То есть, получается, они сначала плывут, потом велик, потом бег. Плавание, велик и потом бег, да. Да. Ну, и я буквально недавно смотрел, вот у казахов, ну, там тоже есть такие тематические каналы. Я просто прям в шоке был. Ну, они прям, знаешь, казахстанская такая команда, они там едут, там что-то, такой движ интересный. Но это прям вообще какой-то запредельный уровень. И что, когда едешь? Ну, год-два. Ну, ты Ну, прям, я думаешь, я да? обязательно поучаствую, пройду Ironman, иншаллах. Там посмотрим. Ну, вопрос подготовки. Там они вообще, по-моему, полгода готовятся к Ironman. То есть вот Я до... думаю, что дольше. К марафону только полгода минимум подготовка. А Ironman, он же как часто, периодичность какая у него? Несколько раз в год. Ну, А, есть, То есть разные. есть копии айронменов, Да. это только название как бренда. Да. Вообще это, да, троеборье называется. У нас даже и в МРИ в этом году было. Да, я слышал. Ну, не полный айронмен, А ты не участвовал? мриатлон. Не бегал? Мриатлон он назывался. Нет, в этом году я не участвовал. Мгм, Я готовился вот к стамбульскому. мгм. Потому что после этого месяц-два ты нормально не сможешь тренироваться после участия в таких мероприятиях. То есть ты дистанцию пробегаешь, и у тебя ресурса уже нет на ближайший месяц. То есть ты не можешь на следующий месяц еще один марафон побежать. Ну, в профессиональной среде говорят, что на каждый километр пути, который ты пробежал в соревновательном темпе, Да. 3 дня восстановления. М. То есть здесь не обманешь, да? Да, биологию? организм не обманешь. Да. То есть все равно нельзя так часто такие большие крупные соревнования. Ну ты, получается, смотри, ты пробежал этот марафон, и потом прыгнул в машину и поехал домой, получается. Нет, мы еще несколько дней жили То есть в ты Стамбуле, да, отдыхал, да? в Грузии останавливались. Ну, вообще, скажи про этот марафон вообще, ну, в глобальном плане, для чего он нужен? И есть ли среди наших крымских татар, кто бегает марафон? Или ты никого не знаешь? Ну, я не встречал никого из наших вообще крымских татар. И Да, там как бы- никого не встречался? Нет. Ну, там невозможно кого-то увидеть, потому что участников очень много. В этом году было 45 тысяч участников. И Там все вот кого- так одной толпой побежали 45 тысяч? Ну, сначала дают старт для элитных спортсменов, потом... Это как это элитный? Ну, это Кто быстро бежит, короче?
те, кто заявился, то есть у них даже и номера участников, у них не номера, а их фамилии написаны. То есть это те, кого Постоянно. показывают по телевизору. Да. Медийные, в общем, люди. Да. То есть Потом, опять сюжет же, сняли, все расходятся, и опять работяги останавливают старт, перекрывают старт, и потом потихоньку по группам запускают. побеждают. То есть с группами Да. отправляют. Но время у тебя отчитывается с того момента, когда ты пересек стартовую линию. То есть ты можешь, условно, элитные спортсмены стартанули в 9 утра, ты можешь стартануть в 9:40. И у тебя отсчет начнется вот с 9:40. Ну, понятно, что не с 9. Это понятно. Но ну да. Интересно. Так о чем ты думаешь, когда бежишь? Ты не сказал. Все-таки 3,5 часа, 4 часа практически, это же, есть о чем подумать, что называется. Ну, вообще бег для меня это такого своего рода медитация. То есть Да. отключение от всего, там, от бизнеса, Да. от каких-то вопросов. Я могу спокойно подумать во время бега. То есть если это не соревнования, а обычные тренировки там длительные. Я вот в прошлом году я очень часто бегал просто от автостанции Западной и Да, я Бахчисарай. видел, это тоже жесткая тема для меня. Есть время подумать, ты бежишь в поле, воздух чистый, небо звездное, и наедине сам с собой. А во время соревнований ты следишь за результатом, следишь за пульсом, следишь за темпом, то есть ты То есть бежишь, уже работа думаешь, получается, да, Ты да. концентрируешься, то есть на всем. Ты концентрируешься абсолютно на результате, на ощущениях своего тела. То есть я любитель, лично моя методика, я бегаю по пульсу и по темпу, когда это соревнование. А в обычной жизни просто по пульсу. А пульс как ты смотришь? Трекеры, вот, Просто по... да. То есть он показывает четко, да, пульс? Ну вот эти часы очень хорошо показывают. Мгм. Да любые часы показывают хорошо. Мгм. Просто это скажу для тех, кто, может быть, копит на какие-то часы и не начинает бегом заниматься. Пока не накопил, Можно не получается. пойти бегать с ми-бендами за 3000 рублей, и они тоже будут показывать отличный результат. А у тебя какие? М, Я извиняюсь. Яблочные. Понятно. Просто спросил для людей, чтобы знали. Ага. То есть, получается, ты бежишь по пульсу, да? Да, но во время соревнований не только на пульс нужно смотреть, еще просто слышать свой организм, то есть как он реагирует, особенно на стамбульском марафоне, там где-то подъем, где-то спуск, тебе хочется поднажать, важно вот на эти моменты тоже Держать, не да? вестись, да, держать один темп. А как вот, у тебя был такой, что там прям тяжело, там пульс у тебя задрался? То есть поднялся сильно пульс, ты же не машина все-таки, можешь же быть там какие-то скачки. В этом случае ты что делаешь? Ну, если у меня поднимается пульс, это не самая главная проблема, его можно понизить, просто опускаешь темп, снижаешь темп, делаешь дыхательную гимнастику, Мгм. и пульс восстанавливается. Вот главная проблема просто, когда заканчиваются силы. Есть такое понятие в марафоне, как марафонская стена, Мгм. когда гликоген в организме уже весь исчерпался и начинает переходный этап, когда организм начинает уже расщеплять жиры и бежать Да. на жирах. То есть психологически все тело, весь организм, мозг тебе подсказывает остановиться. Отказывается, Да, все. для Не нормального надо, не человека это трать. уже стоп. Я знаю об этом, о чем ты говоришь. Я все время останавливаюсь на этом моменте. Он обычно на 30-м километре. На 30-м? Буду знать, как бы. Мгм. Для себя галочку поставлю. Так, и что, получается, в этот момент силы все покидают тебя, и ты уже не можешь там толком двигаться, ничего, да? Да, в этот момент важно себя пересилить, продолжить, А эти батончики не спасают, да? не спасают. То есть это какой-то запас, да, идет, получается? Ну, это больше идет психологически. М. То есть борьба внутри себя. И у тебя каждый раз такое? Это абсолютно у каждого спортсмена каждый думаю. раз. Просто все это по-разному Я просто думал, переживают. может, у тебя какая-то привычка есть там, в этом плане, нет? Натренированность там какая-то. Это все тренируется, да, последствия, чтобы уменьшить Мгм. для организма. Но в целом это наступает у каждого спортсмена. Ну, это, знаешь, это, наверное, похоже на то, что ты понимаешь, что с тобой происходит, и не ведешься на это, да? То есть Да. ты такой, все понятно. Это как, знаешь, как про панические атаки. Как бы я просто немножко отойду. Я когда про это просто читал, и люди писали, что люди рассказывали свой опыт, что у них на них накатывается такое ощущение, что они сейчас умрут, да, такое страшно становится. И
выход из этого состояния, это просто понимать, что ну, ничего не произойдет, просто переждать этот момент. Что оно есть, да? Живем дальше. Да, да, ну ничего не случится, все там, ну как-то принятие, да, этого состояния. То есть это примерно тоже про это же, да, то есть про просто понимаешь, что с тобой происходит, и просто Где-то двигаешься отдаленно дальше. похоже, да. Ну, просто, когда каждая клеточка твоего организма говорит тебе останавливайся. Вот каждая клеточка. Ну, это все, ты это переживаешь, это длится несколько километров, Мгм. помогает это пережить перед этим тренировки, долгие тренировки и, естественно, питание. А вот на финише у тебя еще силы были бежать дальше? Как ни странно, прямо перед самым финишем откуда-то появляются силы забежать красиво и быстро. Ну, жена, наверное, стояла, фоткала. Ну, там была, в этом году у меня группа поддержки была большая. А есть же еще 100 километров, да, этот марафон какой-то жесткий, ультрамарафон. Ультрамарафон. 100 километров, правильно? Да. Не думал. Не думал. По-моему, вот этот чувак, про которого я читал, по-моему, он ультрамарафон бежал, да. Он бежал ультрамарафон. Хотя в этом году я хочу попробовать добежать с Симферополя до Бахчисарая и обратно. Это где-то 50 километров. Мгм. Просто я больше 42 не бегал, но я когда-то и больше 10 не бегал. Поэтому для меня сейчас там просто закрытая дверь. А есть ли жизнь после 42 километров? Я, честно говоря, очень рад за тебя, действительно. Я еще не заканчиваю. Просто, ты знаешь, похожие чувства. Вот у Мураками есть такая книга, о чем я думаю во время бега. Я ее прочитал, и он там интересные мысли. Ты Интересные столько мысли. книг про бег прочитал? Ну, ты читал Харуки Мураками? Я не читал эти книги. Я просто, Это не скорее книга всего, про я... бег. Это не книга про бег. Это книга о том, о чем я думаю во время бега. Мгм. То есть он рассказывает, что он стал писателем благодаря бегу. То он работал вообще в баре, держал бар и просто наливал, торговал напитками. Обычно там Мгм. такой. Владелец был маленькой наливайки, забегаловки. И он начал бегать, и во время бега у него начали приходить интересные мысли и идеи. И только благодаря бегу он начал действительно писать. Поэтому я у тебя спрашиваю. Я просто даже не бег, а я просто когда иду интенсивно, вот во время ходьбы очень много мыслей интересных приходит. То есть это такой интересный мыслительный процесс начинается. Я представляю, что во время бега происходит. То есть это полноценная медитация. То есть ты получается, вваливаешься в такой однообразный, повторяющийся такой механизм, как маятник, да, Мгм. постоянно. И вот на этом фоне, мне кажется, интересные мысли должны приходить. Ну, если есть там что приходить, да. Как бы, то, что Да, такое если это все еще разбавить приятной музыкой или приятными видами, Да. это однозначно, как я уже сказал, что для меня это медитация. Когда Да. это просто тренировки, не соревнования. Да, да. А жена бегает с тобой? Привлекаешь? В данный момент нет. Ну, потихоньку намекаешь, да? Ну, если захочет. Ну, понятно. Так, расскажи немножко про свой бизнес. Интересно, ну, это бизнес, занятость, ты сейчас там масштабируешься, да, то есть ты как-то двигаешься в этом плане. Ты начинал с того, что ты ремонтировал компьютеры, правильно? Да. Я начал свою карьеру с 2008 года. Я Да. занимался выездным ремонтом компьютерной На дому. техники. Мгм. Да, на дому, в офисах и так Да. далее. Вот. К сегодняшнему дню это переросло в сеть сервисных центров, как мы называем это, нового поколения. То есть мы стараемся показать нашим клиентам, гостям, что сервисный центр может быть по-другому. То есть это не всегда такие мастера, как на «Звезде», на радиорынке, там, где тебя встречает сутулый парень с засаленными волосами, типичный программист из мемов. То есть у нас все красиво, все входят в форме, кофе, чай, диваны, все очень... А новое поколение оно- в чем? Вот, в Новое обслуживании? поколение, самый главный удар, самый есть ты главный упор мы стереотип. делаем на обслуживании. Да, я ломаю стереотипы. Ломаешь стереотип. Вот этого эникейщика, системничка. Мгм. Ну, нормально, ламповый стереотип был. Что началось? Да, ну хочется привнести в Крым сервис. В Крыму очень не хватает сервиса, и люди просто в шоке от того, что мы там... Ну, у нас есть такая услуга, как подменный телефон. То есть клиент пришел с айфоном, мы ему Да. даем айфон. Клиент пришел с андроидом, мы ему даем андроид. Люди просто крышу сносят. Там мы кофе угощаем. А залог ты не берешь ничего? Нет, То есть все на доверие идет? да, ну клиент же оставил свой телефон. А ну,
ты ему даешь хуже, я так понимаю, телефон, да? Ну, естественно, если к нам приносят 15 iPhone, мы не даем 15 iPhone взамен. А хотя задумайтесь над этим. Возможно, Если, в будущем. если хочешь планку поднять. Не, мы даем 10 11 iPhone, ну, Ну, сейчас. не, ну, это понятно. Слушай, ну, как будто бы это как, вот, допустим, в автосалоне. Если у тебя гарантия на Да, машину, ну, подменный автомобиль. по крайней мере, Kia, ну, Черномор, да, там, свяжитесь со мной. То есть у них, если у тебя по гарантии что-то произошло, тебе дают подменный автомобиль. Как бы это процедура есть такая. Ну, да, интересно. У тебя, получается, Лемич, да, называется этот? Да, Лемич сервис. Лемич сервис. А что по точкам? Ты расширяешься, там, увеличиваешься? Симферополь, да, Сейчас работаешь? мы сужаемся. А, то есть ты У нас сейчас было 6 мастерских, мы сузились до 4. проблемы с кадрами? Ну, проблема с кадрами и проблема, наверное, с бизнес-моделью. Даже не проблема, просто я поменял бизнес-модель. То есть, если я раньше думал, что чем больше будет точек, Да. тем будет лучше. Ну, сейчас мы сужаемся и предоставляем за счет этого более качественный ремонт. И, соответственно, тебе проще контролировать, да, всю эту историю? Естественно. То есть раньше ты хотел просто сказать, что у меня там 20 точек, а сейчас ты уже понимаешь, что это более такая вдумчивая, да, история. То есть, чтобы полноценно внимание уделить, там контроль качества, все дела, то есть нужно, чтобы поменьше было. Да. А расширение наружу я пока поставил на паузу. То есть по той бизнес-модели, по которой я сейчас двигаюсь, мы сузились, остановились, настраиваем системность, и, возможно, со следующего года будет уже расширение более системного бизнеса. А, то есть ты как типа упаковать его хочешь, да, правильно? Или что? Настроить системность. Ну, системность, то есть, условно говоря, ты можешь... Системные процессы внутри бизнеса. Да, но это упаковка и называется. То есть ты можешь его просто кому-то передать эту модель, и он может работать с этой моделью. Ну, да, если Теоретически. захочу, да. Ну, франшиза да. же, это же франшизи, да? Так, и что ты делаешь, какой у тебя перечень? Ты с телефонами работаешь или компьютеры, все у тебя есть, да? Ну, наш основной профиль – это ремонт телефонов и ноутбуков. То есть абсолютно любой сложности ремонт айфонов и ремонт ноутбуков. Ноутбуков, компьютеров и все, что с этим связано. Я тебе, помнишь, про ноутбук писал? Помню. Короче, мы купили такой ноутбук, На которого нет запчастей, клавиатуры. да. Клавиатуры нет нигде, короче. Только в Китае нужно. Алиэкспресс там как поживает. Ну, типа того, да. Ну, это удивительно, понимаешь? И для меня это было удивительно, что нет клавиатуры вообще. Поэтому всегда, когда к нам обращаются, Советоваться да, надо. я даю рекомендацию согласно там бюджету и потребностям клиента, но внутри себя я еще ставлю галочки, как этот человек будет этот ноутбук ремонтировать через 2 года, через 5 лет, будут ли на него запчасти. Ну, видишь, да, все правильно. Просто как бы я тоже не, скажем так, ну, немножко понимаю в этой истории. Сам тоже ремонтом занимался в свое время. И я выбирал его по функционалу. То есть я не думал о том, что на него прольют воду, да, не скажут об этом, как бы. Ну, вот я сегодня об этом не знал. Самая частая история. Да, причем им вообще не пользовались. Он всегда лежал в шкафу. Это был рабочий ноутбук. То есть тот, где мы монтируем, это, знаешь, такой мобильный вариант. Он очень классный, он шустрый, все нормально. Но в какой-то момент что-то произошло, дети, конечно же, ничего не знают. А я отнес его, и мне говорят, там у вас клавиши залипли, там ну, что-то разлили сладкое и липкое. Вот такое. Ну, то есть я на это не рассчитывал. И потом уже я начал узнавать, что, оказывается, нет клавиатуры и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот так вот. Ну, что, классно. Честно говоря, очень рад, что есть люди, которые занимаются своим бизнесом, своим делом. А вообще, я об этом часто говорю, что у крымских татар это была вполне себе обычная история. У нас, знаешь, такой народ самозанятый. Да. У нас по Каждого жизни, по фамилии можно распознать, кто чем занимался. по жизни у нас все были самозаняты. Каждый что-то копошился у себя во дворе, что-то делал. Или услуга, или продажа. Поэтому, когда сейчас я вижу, что наши ребята занимаются, неважно каким, мелким, крупным, это не важно. То есть своим делом, это всегда приятно, классно. Поэтому успехов тебе. Цягу. И надеюсь, что в следующем марафон, когда ты побежишь, с Крыма будет больше народу участвовать. Потому что, ну, это действительно очень круто. Это прям круто. Ну, мне кажется, это классно. Это, понимаешь, целый пласт вещей. То есть это же не просто марафон, это образ жизни, это то 5, 10, 30, это, да, образ мысли. Поэтому надеюсь, что будет увеличиться количество людей, кто будет бегать. Да, если кто захочет начать бегать, напишите мне. Все, понял. Жди сообщения. В первую очередь от тебя. Сау. Сау.
На второй круг уже надо заходить. Второй круг это важно, да. Не, ну на самом деле это действительно для меня это было достижение, честно, потому что я на стадионе ходил, а тут уже видишь, такой думаю, ну в принципе все возможно. Это, знаешь, как раньше такая шутка была, когда я был маленьким и мечтал о компьютере, я такой думаю, так, ну я купил клавиатуру, все, это мой шаг на... Скоро все будет. Скоро будет компьютер, да, то это такие были мысли. В принципе, это тоже как-то похоже. Сау, что пришел? Усман, очень рад был тебя видеть и надеюсь, еще увидимся. Все, у тебя все по таймеру, бег.